После изменения тарифов с 1 июля Якутия займет второе место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по самой низкой плате за жилищно-коммунальные услуги для населения. Как сообщила председатель Госкомценрегиона Антонина Винокурова, в среднем по республике индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги составил 6%. Она добавила, что по отдельным муниципальным образованиям с учетом видов благоустройства утверждены предельно допустимые отклонения до 2,5%. Таким образом, предельный рост платежа допускается не выше 8,5%. При этом в зависимости от набора услуг платеж может слагаться и ниже 6%. На электроэнергию, если у нас тарифы повышаются на 3,8%, а на газ на 3,4%, то жители в неблагоустроенных домах с газовым отоплением, они получат примерно вот такой рост в пределах 4%. Да? А уже жители, проживающие в благоустроенных домах, в связи с тем, что мы приняли решение дать повышающий рост тарифов на водоснабжение и водоотведение и сдерживать это за счет отопления, таким образом в этих семьях может сложиться 8,5% максимально.